Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Виктория, я профессиональный театральный режиссер, специалист по мировой художественной культуре, профессиональный фотограф, организатор мероприятий и обучаю навыкам публичных выступлений. А сейчас я хочу вам предложить интересный опыт, посмотреть вместе клип «Выль Куара». И я вам подробно расскажу и покажу на примерах, почему я уверена, что этот клип связан с мировой художественной культурой, с мировым опытом человечества и какие здесь открываются смыслы. Я буду ставить клип на паузу и по мизансценам вам рассказывать, как складывается художественный образ. Клип очень интересный с точки зрения философии и смыслов, и вы сейчас узнаете, каким образом это нас отсылает к различным историческим эпохам и различным пространствам. Итак, странствующий герой попадает в странное помещение, похожее на улицу красных фонарей. У стены его встречает девочка-сирена, она его зазывает своей песней. Это отсылает нас к эпосу Древней Греции, где знаменитый странник Одиссей отправился в Средиземное море со своей командой. А море в Древней Греции – это была такая граница между мирами, черта между жизнью и смертью. Они никогда не знали, вернутся ли они домой. И хитроумный Одиссей, зная, что в море поджидают сирены и они погубят всю команду, он предпринимает определенные действия и таким образом спасает себя, свой корабль и своих моряков. И в клипе мы с вами видим, как наш герой совершенно спокойно проходит мимо сирены, он контролирует ситуацию. И это фабула перехода в художественном образе, принятие решения и переход человека на новое качество. И вдруг за спиной героя проявляется женская сущность уже совершенно другого порядка. Вселенская дива, энергетическая сущность, которая пришла и заявила свои правила. Мать-Земля, которая пришла и постановила: вот здесь мы будем жить так, и все будет устроено так, как я решила. И у нашего героя-странника дороги назад уже нет, его уже втянули в это пространство. И что самое интересное, эта же женская сущность, она и нас с вами таким же образом втягивает в эту историю. Обратите внимание на пластику, на энергетику, с которой Натали идет, и вот это все становится понятно. Это нас с вами отсылает к эпосу различных народов, и удмуртского, и древнегреческого, с его богами и матерью-землей. И на самом деле у каждого народа такая женская сущность есть, как та главная сила Земли, которая все и держит. И вот мы видим появление следующего пространства из красного коридора, такого похожего на распределитель, переход между мирами. Мы с вами попадаем вместе с героями в новое пространство, на сцену. Давайте посмотрим, что здесь будет происходить. Смотрите, что происходит. Несколько планов появляются в кадре. Это непосредственно сцена, где выступают артисты, это зрительный зал, он скрыт рампой, мы его не видим, но подразумевается, что там зрители. И третий план – это мы с вами. Мы наблюдаем происходящее со спины, нас взяли в соучастники. Зрителей в зале не видно, так работает пространство сцены, вот этот свет рампы, который перед зрителями падает, перед артистами падает сверху. И благодаря вот этой завесе артисты зал не видят. Но во всяком случае в академическом театре это происходит именно так. Мы это называем черным порталом, четвертый
четвертой стеной, благодаря которой происходит взаимодействие артистов и публики. А мы с вами здесь являемся одновременно и зрителями, и соучастниками. Такое приглашение нас к сотворчеству. Меня лично это всегда включает очень мощно. И давайте посмотрим, как на протяжении клипа пространства будут сменять друг друга последовательно. Вот в психологии есть такая теория, еще от Фрейда и Юнга, и подхвачена фантастами, а на самом деле это еще от древних людей, множество миров, которые присутствуют в мире одновременно. И есть мнение, что у каждого человека свой собственный мир, то есть свое представление об окружающем мире, и поэтому мы с вами пересекаемся друг с другом или не пересекаемся на этом уровне смыслов и ценностей. А есть другой ракурс этой теории в психологии и искусстве – тема последовательных миров, где мы переходим из одного мира в другой. Это способ личностного роста, это способ развития души на протяжении жизни, это предназначение души в земном воплощении, когда душа проходит разные рубежи себя. И мы с вами на протяжении клипа будем наблюдать, как наш странствующий герой Иван будет проходить через разные пространства вместе с музыкой, вместе с другими героями, и он будет проходить ступени становления. Вот такое развитие художественного образа. Давайте смотреть, какая будет последовательность. Вот здесь мы с вами видим зарождение основного действия клипа. Песня Андрея будет подхвачена, и мы увидим, что с ней произойдет. Здесь считывается образ Андрея, тоже связанный с древнегреческой мифологией, когда верховный бог Зевс сидит на облаках и поглядывает за тем, что происходит на земле. И это ассоциативные ряды, которые отсылают нас к мифологическому опыту человечества. Вот этот момент. Песня выходит на улицу, ее подхватывает наш странствующий герой, и мы сейчас с вами увидим, куда он ее донесет. Там открывается очень сильный смысл, смотрите. Через всю Удмуртию Иван несет свою песню и доносит ее аж до горы Байгуресь. А гора Байгуресь, мы знаем, какое значение имеет в Удмуртии, какое это знаковое место. И, по сути, это место космополитичное, оно во всей мировой системе имеет значение. Если мы с вами вспомним, какие легенды и мифы связаны с горой Байгуресь, какие основы заложены здесь удмуртским народом, чистые помыслы, прямая связь с богами, исполнение заветных желаний, то я считаю, что выход на Байгуресь – это кульминационный момент в клипе. Песня, созданная в пространстве сцены, вышедшая на улице, способна дойти до философского смысла народа и влияния народа на мировое пространство, что по сути и делает каждый народ, когда он создает свой эпос, свою культуру, свой язык, свою музыку и таким образом влияет на мир. Вот он, этот кульминационный момент. Это такой достаточно известный кинематографический прием, когда камера из единой точки расширяет пространство во всю широкоугольную перспективу. И этот момент показывает переход нашего героя в новое качество. Он получает опору земли, опору своего народа и становится уже не просто человеком, а силой природы. Вот я считаю, что это очень сильное развитие художественного образа. И смотрите сюжетную линию. Мы с вами видели, как Иван заходит в пространство коридора, что с ним происходит, как он подхватывает песню, куда он ее несет. И вот здесь он равноправный участник команды. И что здесь происходит? Команда идет покорять мир, по сути. Это выражение может быть уже избитое несколько в настоящее время, но на самом деле оно про то, что когда мы встречаем единомышленников и растем вместе с ними, мы способны завоевать мир, сделать свое искусство таким проявленным, что это привлекает к нам все новых и новых сторонников. И не просто так здесь появляется стадион в кадре. Мне кажется, я даже слышу шум стадиона в музыке, вот шум толпы фанатов, которые приветствуют своих любимых артистов.
И вот снова переключение. Меня в этом клипе цепляет, что здесь цивилизация постоянно пересекается с планетарным пространством природы. Я думаю, что это очень удмуртская тема, двойственная природа человека, когда он одновременно и часть социума, и часть природы планеты. И что здесь сказать об этой поездке на машине? Конечно, я понимаю, что здесь крутая тачка, все захотели на ней прокатиться в этих хулиганских куртках. Я вижу здесь отсылку к средневековому европейскому театру комедии дель арте, где все персонажи были так или иначе связаны с клоунадой. И вот эти куртки тоже указывают на эту часть природы человека. Менталитет неискушенных людей, которые во времена средних веков были наиболее близки к природе, к Богу и к дьяволу, жили одновременно во всех этих мирах. И в этой многогранности выстраивалась клоунада как способ взаимодействия с миром. Театр дель арте зародился в Европе, был очень популярен, видоизменяясь, дошел до наших дней, как площадной театр, народный юмор, балаган, цирк, частушки, заплаточные одежды, кислотные цвета, вот вся эта хулиганская свобода. Это целый пласт культуры, который максимально близок к менталитету любого народа. И в клипе «Выль-Куара» мы видим современное прочтение этого жанра. В искусстве и культуре есть знаковые вещи, которые в нас прошиты на генетическом уровне вот, от миллионов наших предков. В клипе «Выль-Куара», на мой взгляд, вот такими знаками являются эпос Древней Греции, европейский театр комедии дель арте средневековый и удмуртский эпос. И все это в клипе органично переплетается, существует вместе и ведет героев через проживание этого разнообразного опыта. Опыт не просто человеческий, а философский. Опыт души, которая приходит в мир, чтобы прожить определенные чувства и пройти определенный рост. Вот в проживании этого опыта я вижу сильную сторону клипа «Выль-Куара». И вот здесь такой очень обаятельный момент, очень интересный, рэпчик у машины, и эти хулиганские куртки, понятно, декорация российской глубинки, знакомое нам постсоветское пространство, вот этой свободы, когда можно выразить себя, собрать друзей и похулиганить, и побыть собой, и оторваться от всего официоза и от всего, что нам навязано обществом. И вот это как раз и есть влияние комедии дель арте на современный мир. Такой кусочек свободы, который ребята для всех нас тут устроили. Tatăl Vâlcoara o salamanche mă gândit crești urmă iurtos Facem tu câmeni, șobertom, șuchetom, zângătom Новый дом аспартен, думия мы Дона волна была мы мал Кыча колена ты не дама Жîngăre scoara мы чуз яшки скотырак Как ты миле мы на кылзы коара месак И вот здесь мы уже видим звезд, которые состоялись, их ждут поклонники, они идут как белые ангелы, уверенной поступью завоевывать музыкальные пространства. Это вот проявление художественного образа нашего героя от начала фильма до становления одним из ангелов. Четверка – это такая устойчивая конструкция, которая усиливает группу. И если вы обратите внимание, в мире очень много этой цифры. И 4 ножки у табуретки, 4 колеса у машины, 4 конечности у зверя и человека, 4 масти в картах, 4 устойчивые точки, которые служат опорой и инструментом познания мира. 4 всадника апокалипсиса тоже здесь. И если мы с вами посмотрим шире на эту библейскую историю, она про что? Она про то, что есть 4 всадника, которые придут и помогут нам справиться с нашими страхами и с нашими ограничивающими убеждениями. И сегодня эта тема очень актуальна. В современных реалиях она выходит на первый план, как проявление личности. Это лидерская тема. И вот здесь это лидерская природа группы Шулдержит.
И вообще, я думаю, что цифра 4 в плане количества артистов в группе, она хороша. Она дает устойчивость, многогранность, развитие в разных направлениях, много разных образов, ассоциаций, что мы и видим у группы Шулдыржит, потому что они все очень разные, они очень по-разному проявляются, разные коллаборации у них складываются. И все это очень интересно наблюдать. Вот та самая многогранность, которая нас цепляет и приглашает к сотворчеству и имеет опору на мировой опыт человечества. Вот смотрите, снова девочка-сирена нам улыбается. Очень обаятельно проявляется русалочий характер Эльвиры в клипе, и мы это считываем. И обратите внимание, как было в начале клипа, когда артисты выступали перед темным залом, и мы их видели со спины, а зрители не видели, и как это сейчас трансформировалось в большое пространство, в открытые сильные фигуры, в белый цвет, белые одежды, толпу людей, которых мы явно видим. Вот мечта о публике, о славе трансформировалась в прямое взаимодействие. В первом выступлении на сцене это был сценический образ, театрализованный, а здесь это совершенно настоящий выход в реальную жизнь. Я думаю, не просто так здесь эта трансформация. Можно было и в зал живых зрителей посадить в начале клипа. Но нет, здесь с помощью зрителей как раз показан рост коллектива и выход в открытый мир, где нет границы между артистами и зрителями, между артистами и природой. Специально, я думаю, в клип пригласили массовку, чтобы показать, что вот она мечта о зрителях, и вот ее воплощение, реальное взаимодействие с живыми фанатами. Вот этот момент, он мне очень нравится. Тут, конечно, такая явная сексуальная подоплека, привет дедушке Фрейду, и тоже взаимосвязь, как герой вместе с коллективом осеменяет толпу поклонников. Вся культура завязана на сексуальных смыслах, это природа человека, и здесь очень интересно это показано, социально приемлемо и при этом совершенно понятная аналогия, как эти блестяшки сейчас долетят до зрителей. И в науке, и в коучинге, и в продажах, и в обучении, и в искусстве это называется индоктринирование идей или взятие в соавторство. То есть сейчас уже есть масса источников, которые говорят о том, что у Творца всегда есть соавторы, единомышленники в мире, и задача Творца найти этих людей и укусить их своей идеей. И тогда вот произойдет связь соавторства, влияние Творца на общество. Это как мужчина оплодотворяет женщину, и поэтому рождается новый мир, рождается ребенок. И публика, как мы видим, счастлива, когда на них летят эти блестяшки. И вывод из всего, о чем мы с вами говорили. Думаю, что вы все знаете понятие ассоциации, возможно, играли в эти игры. У меня в этой теме есть своя теория — ассоциативные ряды. Это сложные, глубокие конструкции, там много взаимосвязей внутри, различных опор и различных возможностей. И когда мы с вами в этом направлении развиваем свое мышление, мы получаем безграничное поле для наблюдения, творчества и взаимодействия, взаимосвязей с различными произведениями искусства, людьми, идеями. Мы открыты к соавторству. А людей очень цепляет эта наша способность глубоко проникать и глубоко чувствовать. И лично я, как режиссер, и женщина, и творец, и преподаватель, считаю, что это главное наше взаимодействие в жизни, потому что оно происходит на уровне души. Почему люди притягиваются друг к другу? Потому что у них души одинаковые. Вот лично я в этом уверена и считаю так. И в завершение несколько слов. Пишите отзывы, какое у вас восприятие вот этого разбора. Давайте запустим такой флешмоб. Пишите, какие клипы вам было бы также интересно вместе посмотреть и разобрать с точки зрения художественного образа. Любите друг друга, любите Шулдыржит. С вами была Ольга Виктория. Всем пока!